Селям алейкум! Здравствуйте! Вы смотрите проект «Ерлап Огрен» от Джанлы Радио. Мы вновь готовы петь и изучать родной язык вместе с вами. Меня зовут Сибия Асанова. Башлаймас, поехали! Ерлап Огрен – это интерактивный проект для тех, кто хочет выучить крымско-татарский язык. Мы будем учить его с помощью народных и авторских крымско-татарских песен. Каждый раз, получая обратную связь, мы стремимся учитывать ее при создании новых выпусков. Мы будем меняться для вас и вместе с вами. Поэтому нам так важно знать ваше мнение. Подписывайтесь на наши каналы, оставляйте комментарии, делитесь выпусками со своими друзьями и близкими. Для малышей первое знакомство с родным языком и миром национальной культуры происходит через голос мамы, ее речь и колыбельную. Сегодня мы выучим новые слова и выражения и вместе споем для вас красивую и мелодичную песню. Это айнини, то есть колыбельная. Давайте же познакомимся с певицей, которая с удовольствием согласилась исполнить эту знаковую песню для нашего проекта. И посмотрим, как проходила работа в студии. Поступило предложение поучаствовать в проекте «Ерлап Огрен». Меня это предложение, конечно же, заинтересовало, и я с радостью согласилась. Мы выбрали песню «Айнини», так как, иншаллах, в скором времени я стану мамой, и для меня это символично. К тому же у нас мало айнини с хорошими, качественными аранжировками, и в этот раз аранжировку писала Миляга. По поводу аранжировок в этом проекте я стараюсь их сделать более прозрачными, более академическими, чтобы на первый план все-таки текст. Трек получился очень нежным. Ayneni yeri bu 90. senede doğdu. Çünkü benim özüm 3 kızım var. Onlar kichkina olganda hepsi koklanyan oynaydılar. O vakit böyle bir fikir geldi. Koklarını yoklatqanda bir ayneni öğrensinler deb. Ve mana bu aynenini yazgan edim. Sözlerini bir kitapta algan edim, bu halk sözleri. Ve benim kızım Elvina yığladı onu birinci. Son yakın zamanda bilmeyeyim mod oldu mu ya da bizim yaş kızlarımız evlenip özleri ana oldular. Ve mana Riyan soraldı, rica etti. Böyle yerini yığlamağa isteyeyim. Ben dedim bek yakşı ve bek güzel icra etti. Ben dedim belli oldu sen özün ana olganını. Колыбельные – это неотъемлемая часть фольклора любого народа. Крымско-татарские айнини несут в себе глубокий смысл. С их помощью младенцу прививается любовь к родной культуре и родине. А еще колыбельные – это первые уроки родного языка для ребенка. Песни – это общение матери и малыша, ребенок запоминает слова и их значения, и в дальнейшем это поможет ему быстрее научиться разговаривать и воспринимать речь других людей. Давайте послушаем и разберем первый куплет. Benim balam özekten Hubanırım yürekten Yuhla balam yuhla Düşler korup yuhla Меным балам озектен, куванырым юректен. Меным балам – мой ребенок. Бала – ребенок. Также существует синоним этого слова – эвлят. Мой ребенок – меным балам, меным эвлядым. Юректен – куванмах – радоваться от всего сердца. Куванмах – радоваться. Также в значении радоваться можно использовать следующие слова. Севенмек ве хошнут олмах. Меселя, например, оларнын бахтына севындым, обрадовался их счастью. Мен onun sözlerinden hoşnut olmadım, я не обрадовался его словам.
Сейчас бы хотелось немного вернуться к слову «эвлят». Можно заметить, что в случае, когда мы говорим «меным эвлядым», то есть «мой ребенок», «т» в корне изменяется на «д». Сейчас расскажу, почему так происходит. Тут работает правило чередования согласных звуков. Не пугайтесь, все на самом деле просто. Глухие согласные «к», «п», «т» в конце слова при присоединении аффиксов, начинающихся с гласного звука, переходят в парные звонкие. Например, мектеп, мектеб, тавук, тавугы и так далее. Но есть слова, в которых чередование не происходит. Их нужно просто запомнить. Миллет, миллетом, баш, башом, сес, сесом, ок, оку, тюк, тюку. Идем дальше. Candan sever anası. Айя-айя – это обязательный компонент любой айнини, аналогичный баю, баюшки, баю. Джандан севмек. Мы уже не раз встречали слово севмек в предыдущих выпусках и знаем, что оно означает «любить». Джан – душа. В этом случае джандан севмек – любить всей душой. В данном контексте речь идет о любви матери к своему малышу. И правда, в айнини мама вкладывает всю свою любовь и трепетное отношение к своей крохе. Yaylalarda çalışa bu balanın babası. В этом куплете говорится об отце. Баланын бабасы – отец ребенка. Баба – папа, отец. Яйлаларда чалыша – работает на яйле. Чалышмах – работать. Также существует синоним слова «работать» и шлемек. Yuhla balam yuhla, düşler korup yuhla. «Спи, мой малыш, усни, пусть приснятся тебе сны». Так можно перевести эти строчки. Но давайте рассмотрим детально. Туш – сон, тушлер – сны. В значении сон, как физический процесс, используется слово юку. Юкуга далмах – погрузиться в сон. Очевидно, одна из задач айнини – уложить малыша, поэтому главное слово в этой песне – это юхламак – спать. Чтобы сказать ребенку «спи», достаточно от глагола юкламах отсечь аффикс мах. Юхламак – спать, юкла – спи, ашамах – кушать, аша – ешь, кельмек – приходи, кель – приди, подойти. Попробуйте и вы с глаголами, которые знаете. А мы продолжаем. Şimdi anan gelecek, beşiğine koyacak. Бешик, колыбель. В этой строке мы можем применить два вышеизученных правила – чередование согласных и образование повелительной формы. Давайте скажем «положи ребенка в его колыбель». «Баланы бешигыне кой». А у вас также получилось? Обязательно делитесь в комментариях. А сейчас давайте послушаем айнини от начала и до конца и повторим изученные слова. Подпевайте и вы, ведь теперь вы знаете, что означает каждое слово. А я с вами прощаюсь и напоминаю, что очень жду ваших лайков и комментариев. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницы в социальных сетях. Корушкенджи! Benim balam özekten, kullanırım yürekten. Yuhla balam yuhla, düşler korup yuhla. Ayya ayya ayyasın, candan sever anası. Yaylalarda
çalışa bu balanın babası. Yuhla balam yuhla, düşler korup yuhla. Ayya ayya ayyasın, candan sever anası. Şimdi anan gelecek, beşiğine koyacak. Yuhla balam yuhla, yum gözlerin yuhla. Ayya ayya ayyasın, o setiyer faydası. Ayya ayya ayyasın, o setiyer faydası. Yuhla balam yuhla, düşler korup yuhla. Ayya ayya ayyasın, o seti